Страна с развивающейся экономикой, основу которой составляет промышленность и высокие технологии, аграрный сектор. Ее компании известны во всем мире, а товары, такие как автомобили, бытовая техника, электроника, покупают во многих уголках планеты. Это Южная Корея. Выстраивать дипломатические отношения со страной утренней свежести Кыргызстан начал с первых лет независимости. Сейчас между странами хорошо развита торговля. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 908 миллионов долларов. А объем прямых инвестиций из Кореи только за первые полгода 2022 составил 3 миллиона долларов. В общей сложности на территории Кыргызстана действует 151 организация с участием корейского капитала. Расширить горизонты сотрудничества стремятся обе страны. С этой целью и приехал в Кыргызстан губернатор провинции Кёнсан-Пукто Ли Чхоль. Провинция готова к любым предложениям нашей республики. Наше государство очень похоже, внешние люди тоже имеют сходство во внешности, потому я подумал, может быть, у нас есть общие мысли. Если со стороны Кыргызстана будут инициативы, проекты, то мы готовы рассмотреть и реализовать. Будем ждать вас в Корее, особенно в провинции Кёнсан-Пукто. Что предложить Корее, Кыргызстану есть. Многие инициативы продиктованы последними тенденциями. Ввоз легковых машин в Кыргызстан из Южной Кореи в мае этого года вырос на 44% по сравнению с маем прошлого года. И это великолепная возможность в этом плане дальше развивать сервис. Из Кыргызстана можем, как это официально, заниматься реэкспортом в русскоязычные страны Евразийского экономического пространства. Сейчас очень много рекламы, наверное, вы сами знаете, что здесь регистрировать легче, быстрее, нету никакой там бюрократии, и можно свободно ездить с кыргызскими номерами и в России, в Армении, в Белоруссии, в Казахстане. Это уже практикуется. Вот. Сейчас еще есть хороший объем у нас с косметикой, корейская косметика, корейская еда, вот, и очень хорошо потребляется кей-поп контент, поэтому я считаю, что можно было бы вести очень хорошее сотрудничество на равных именно с Республикой Кореи и получать очень много интересного, в том числе технологического развития. В программе визита губернатора Ли Чхоль встречи с депутатами Чукурку-Кенеша, с председателем Кабмина. На этих переговорах будут обсуждаться варианты расширения сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли и образовательной сфере. Я хочу обсудить возможность открытия дополнительных курсов и изучения корейского языка. Прочту лекцию для студентов Кыргызского государственного университета. Студентам расскажу о предоставлении квот на обучение. Ежегодно на бесплатной основе в ведущие вузы Кореи поступает свыше 30 кыргызстанцев. В этом сентябре в сотрудничестве в сфере образования появилась еще одна точка. В Бишкеке запущен совместный кыргызско-корейский проект – 6-недельные курсы обучения предпринимателей. Самое главное, что корейские партнеры готовы рассмотреть вопрос льготного кредитования наиболее интересных идей участников по 2% годовых. Великолепная, уникальная возможность для всех наших кыргызских предпринимателей затронуть технологическую страну, найти себе партнеров. Поэтому это курс всего лишь 6 недель. 4 недели мы обучаем здесь, 5-я неделя подготовка к поездке, то есть составление профайла, тизера. И 6-я неделя бизнес-мэтчинг, то есть встречи там с бизнесом, обучение. Утром будет обучаться, после обеда встречаться. Такие курсы позволят расширить список совместных кыргызско-корейских проектов, базирующихся на территории двух стран. Ежегодно около 5000 кыргызстанцев получают визы Е9, позволяющие работать в Корее. В этом году было предоставлено 4107 квот в сфере производства, 389 в сфере сельского хозяйства и 295 рабочих мест в сфере обслуживания. Екатерина Такамбаева, Бейбек Джумабаев, ТВ-15.